Сюрпризы для Кремля по случаю Дня независимости Украины. Армения просит США поделиться ядеркой, а в России продолжают отключать мессенджеры. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Первое боевое применение украинской ракеты-дрона «Поляныця» представил президент Украины. Мы ищем новые виды вооружений. Клептомания как стиль жизни. Российские военные в окружении грабят одно и то же место дважды. ЕС призывает Иран отказаться от сотрудничества с РФ. Что на это ответили в Тегеране? Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Аракчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Президент Украины поздравил всех с Днем независимости. К слову, к поздравлениям присоединяемся и мы. Но Владимир Зеленский совсем не сдерживался в выражениях, но и сообщил несколько важных новостей. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією. Так відповідає незалежність. Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять каби, кінжали, за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатись під землею. За всіх наших людей, які б воліли ніколи в житті не знати назви цих проклятих місць – Саваслейка, Оленя, Енгельс. Але, на жаль, українці їх знають. А тому і наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Не буде хворий дід з Червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. К тому же президент Зеленский анонсировал первое успешное испытание в боевых условиях ракеты-дрона украинского производства с названием, которое может вызвать мышечный спазм русской челюсти – «Поляныця». По разным направлениям украинский военно-промышленный комплекс где-то развивается в арифметической прогрессии, где-то мы можем нарастить даже в геометрической прогрессии. Если говорить о количестве дронов, о количестве моделей дронов, то, конечно же, это более похоже на геометрическую прогрессию. Но в то же время мы ищем новые виды вооружений, и где, соответственно, пытаемся сделать синергию наилучших достижений как в ракетостроительстве, так и в производстве дронов. В Украине сейчас внедрена система фактически раннего тестирования непосредственно в боевых условиях. Такой железный полигон, по-моему, называется. Как раз это возможность сегодня отработать все технологии в максимально сжатые сроки. Среди всех поздравлений на международном уровне, визитов высокого уровня в Киев, например, президента Польши Анджея Дуды, не затерялось и поздравление самопровозглашенного. Говорит, мира желает Украине. На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. Нас объединяет не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. США, к слову, не могут подтвердить использование своего оружия в Курской области, но утверждают, что правила не поменялись. И переговоры ведутся, но пока, как минимум, Джон Кирби не может сказать с уверенностью, в чью сторону уведет политическое решение. Могу сказать, что никаких изменений в указаниях, которые мы дали украинцам о том, где и как они могут использовать оружие США для защиты себя по ту сторону границы, не произошло.
Мнение и позиция Соединенных Штатов вроде и не меняется, но трактовки этого мнения почему-то появляются довольно разные. Попросили объяснить эту позицию политолога и главу Центра анализа и стратегии Игоря Чаленко. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят прямо очерчивать как раз реальные ограничения, данные на американское вооружение по непосредственно территории Российской Федерации. Для того, чтобы не давать дополнительную информацию непосредственно российскому агрессору. Как-то ранее Байден заявлял, что для него красные линии — это расстояние 200 миль от границы с Украиной и Кремль. Вот. Но это более так полушутка такая была, я так думаю. Но сейчас, когда мы слышим действительно заявления и от представителей спикеров Пентагона, что использование американского вооружения в Курской области входит в нынешние рамки разрешений, то, очевидно, действительно, это также рассматривается как элемент оборонительной стратегии Украины. Мы уже видели случаи, когда нам не хватало политического разрешения на использование американского вооружения, когда, например, в начале лета мы могли уничтожить сразу 10 Су-34 на расстоянии 160 километров от украино-российской границы. Но тогда американцы не позволили нам это сделать. Поэтому очевидно, что сейчас необходимо больше аргументации, зачем это нужно. США рассматривает заявку Армении на участие в соглашении 123. По сути, это возможность использования американских ядерных, но не боевых технологий. Об этом пишет армянское издание CivilNet со ссылкой на источник в Госдепартаменте США. На официальный запрос издания в Госдепе отреагировали, но отказом раскрывать какие-либо детали. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Российские военные грабят не только на территории Украины, но и на территории Курской области. Видимо, тоже уже не считают ее своей. Но в этом случае мастерство мародерства было проявлено в полной красе, потому что один и тот же склад Wildberries был ограблен дважды. А если учитывать еще и то, что в это время украинские войска, вероятно, окружали этот населенный пункт, картина становится еще интереснее. Ведь события происходят в селе Званное Глушковского района под Курском. Все попало на камеры наблюдения. ВСУ в это время заходят в село со стороны внезапного. Все это в районе реки Сейм, мосты через которую были перебиты. В день бунта в российской колонии власти снова тренировались отключать Telegram. Второй раз за неделю это происходит, и не только этот мессенджер, к слову, но и ряд других, которые через VPN работали в то же время абсолютно нормально. Так было в Дагестане во время антисемитских выступлений в аэропорту Махачкалы. Мессенджеры не работали в период протестов в Якутске из-за убийства местного жителя. И в Башкирии. Там требовали освободить местного активиста в январе этого года. А как смотреть нас через VPN, не привлекая внимания российского Роскомнадзора как минимум? Если вы находитесь в РФ или Беларуси, допустим, мы описали в первом комментарии к этому видео. ЕС призывает Иран прекратить сотрудничество с Россией. Главный дипломат Европы созвонился с новым главой МИД Ирана и призвал присоединиться к тренду «за все хорошее против всего плохого». Поговорил с новым министром иностранных дел Ирана Арахчи о перспективах возобновления взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, в том числе о необходимости деэскалации и прекращения военного сотрудничества с Россией против Украины и нераспространения ядерного оружия. Боррель также говорит, что пора разрядить региональную напряженность, но прислушаются ли к нему в Иране – большой вопрос, ведь, судя по сообщениям в медиа, Тегеран только расширяет свои отношения с Москвой. Напоследок реакция, которая стала мемом. Президент Ботсваны реагирует на самый большой алмаз, найденный в его стране. И реакция неудивительная, ведь это второй по размеру алмаз в истории человечества. Both. You have to have both. And
So this is the 2,492 carat stone. God is good. He's awesome. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты и то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», тем самым поддерживаете нас, позволяет создавать новые и новые видео и развиваться вместе с вами. Призываем вас эту практику не останавливать. Также я призываю вас ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это тоже очень важно. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.